Мои дорогие, доброе утро! Лизик хорошим, с вами снова Лела. Друзья, меня не было с вами 2 дня, я, конечно, скучала. Но некоторые мои подписчики выходили ко мне в личку, общались, знали, что у меня, в принципе, все нормально. Но чуть-чуть подшатывает, конечно, здоровье. Но не будем о плохом. Я решила, что с понедельника я снова начну свое лечение. Уже, хоть и не прошло полгода, но уже чувствуется, что лечение мне нужно делать. Кто со мной давно знает, что мне нужно в полгода 1 раз типа принимать допинга. Так что в понедельник пойдем лечиться. Ну а до понедельника как-нибудь дотянем. Так, друзья, сегодня пятница, благословенная пятница. Мои мальчики, мои ребята дома. Поэтому я могу без спешки снять хотя бы какой-то рецепт, потому что утром у меня, друзья, черти что тут происходит, потому что приходится утром готовить и завтрак, и сразу же обед, их отправлять. И сами понимаете, когда сразу 4 мужиков, их надо утром и накормить, и быстренько отправить, все-таки время уходит, поэтому ставить камеру, что-то делать я просто не успеваю, тем более у меня бывает тут такой бардак, вы даже не поверите, там жарится, тут готовится, тут варится, черти что. Поэтому сегодня тоже в какой-то мере и у меня выходной, и, выходной, конечно, мой под вопросом выходной. Вот так вот, друзья. Хочу сегодня сделать пирожки из кукурузной муки. Я их очень-очень давно не делала. И заодно этот рецепт мне выскочил в рекомендуемые с одним каналом. И я вспомнила, думаю, как я давно его не делала, давай-ка буду делать. Купила и поставила, это уже стоит неделю в холодильнике, это кукурузная мука, у меня никак руки не доходили. И вы знаете, я познакомилась с этим каналом лично, с ведущей, можно сказать, этого канала Фатимой, и мы как-то даже подружились. Вы сейчас скажете, почему-то все блогеры у тебя в подружках. В принципе, почти все, с которыми я общаюсь, у которых я, из близких таких подписана. И вы знаете, я подписалась. Там очень много хороших рецептов. Я к ней подписалась, я начала с ней переписываться. Мы с ней начали переписываться в WhatsApp. И Фатима мне недельку назад, даже чуть больше, наверное, сделала для меня рекламу такую. Она прорекламировала меня на своем канале. Она представила меня своим подписчикам. Я не знаю, сколько оттуда пришло, потому что никто не писал, что от нее. Если, друзья, вы от нее, напишите мне, пожалуйста. Мне бы хотелось знать, кто ко мне пришел от Фатимы. С канала, который называется «Есть что есть». Друзья, это очень позитивный, хороший канал, это кулинарный канал, но иногда Фатима еще и рассказывает кое-какие, показывает кое-какие вещи. Она сейчас живет в Москве, сама она из Дагестана. О ней вы сами узнаете у нее на канале. И вы знаете, мне сегодня просто вспомню, что я буду сегодня делать пирожки, захотелось тоже сделать такой ей подарок, можно сказать, представить ее вам, мои хорошие, моим подписчикам. Я знаю, что вы прислушиваетесь, присматриваетесь и подписываетесь ко многим девочкам, которых я рекламирую. Действительно, Фатиму я рекламирую сейчас от души, потому что я без загрызения совести могу сказать, что мне это очень нравится, сам канал, и мне очень-очень понравилась сама Фатима. Действительно, вроде бы даже с первого момента общения с ней, от нее почувствовалось какое-то тепло, какой-то позитив. Действительно хороший человек, просто хороший человек, но и одновременно хороший канал. У нее можно научиться очень многому по рецептам именно. Рецепты простые, рецепты, она рассказывает их как-то, знаете, так понятно, чтобы можно было приготовить. Но не буду долго об этом говорить. Ролик она нам не прислала. Ролик мы как-то сами для нее сделали с Ибрагимом. И поэтому я хочу вас, чтобы вы, девчонки, если вам понравится, зайдите на канал Фатимы, который называется, еще раз повторюсь, «Есть что есть». Ссылку я оставлю в описании и закреплю в комментариях. Если вам не трудно, зайдите. Если вы будете подписываться, напишите, что вы от меня, чтобы и мне было приятно, и Фатиме было приятно, что вы от меня пришли.
Мне настолько было приятно, когда вы пошли к моей Ирке с Ницце Гранце, которую я очень люблю и уважаю. И многие мои подписчики стали ее подписчиками и смотрят ее и комментируют ее. Это вам большое спасибо. Действительно, вы знаете, я сейчас к вам всегда, вот в последнее время обращаюсь не просто к таким вот просто зрителям или посторонним людям, которых я не знаю. Мне вот кажется, что как будто бы я каждого из вас знаю и каждого из вас чувствую. Я в действительности привязалась к вам очень. Вчера даже не хотела. Вчера я кое-что сняла, но удалила. Потому что это было такое непозитивное видео, которое, навеяло мне мои вот мысли плохие. Но я не знаю, я действительно как-то душой прикипела к вам, друзья. Так что вот так вот. И еще одно я хочу сказать о канале «Есть что есть». У нее на канале сейчас идет конкурс, друзья. Она разыгрывает бытовую технику, кухонную бытовую технику. Этот конкурс у нее проходит первый раз. Фатима, в принципе, раньше никого не рекламировала. Мне даже кажется, что она мне делала первую рекламу. Я точно не уверена, но мне кажется это. Она только сейчас понемножечку начинает кого-то рекламировать, сама куда-то в рекламу себя дает рекламировать. А так девочка, по-моему, шла сама. Я точно не могу сказать, я ее об этом просто не спрашивала. И вот у нее на канале идет конкурс, она разыгрывает всякие вещи кухонные, там, принадлежности. Зайдите к ней на канал, может быть, просто вы даже поучаствуете в конкурсе, может быть, что-то вам повезет, и вы что-то выиграете. Так что вот так, друзья, вот, все о канале Фатимы я вам рассказала. Надеюсь, вы к ней пойдете, посмотрите, напишите, что вы от меня, если вы захотите к ней зайти и остаться, тем более. Поставите лайки. Как-то так. Ну и начнем теперь мой рецепт. Пол чайной ложки соды. Как раз у меня пол чайной ложки. Я специально положила. Значит, столовая ложка муки. Сейчас сначала это тщательно перемешаем. Как-то я даже забыла про этот рецепт. Давно я их не жарила, не делала. Так, значит, одно яйцо. И пол-литра кефира. Я специально купила кефир, друзья, у меня нет, не прокисло, даже не то, что не прокисло. Я только собрала молоко, сегодня вечером буду сепарировать. Даже боюсь сепарировать, потому что, вы знаете, в тот раз у меня очень плохо это получилось. Так что посмотрим. Так, друзья, я это буду делать руками.
вот, друзья, начнем. Так, все-таки вода шумит. И начнем наш рецепт. Так, значит, сюда добавим к муке творог. Перемешаем. Ложечку. Чайную ложку соли. Так, я буду это делать руками. Погода у нас уже вроде бы немножко получше, друзья. Вчера было хорошенькое солнышко, сегодня тоже солнечно. Сейчас мне надо покормить семью, а потом заняться моими мини-парничками. Я их на ночь заношу, а утром выношу. Вот надо будет их вынести. С хозяйством я уже управилась. Так, сегодня у нас будут небольшие ремонты здесь, на кухне. Ему надо будет сделать этот кран. И мне нужно стены, он обещал, мой сын, ну не штукатурить даже, а подшпаклевать. Все-таки комната такая, знаете, из самана. И из-за того, что у меня вот всю зиму грелась вода, были пары, вы знаете, что у меня тут и плесень выскочила, и то, что вот немножко штукатурка отлазит. Вот. Сегодня обещал мне сделать. Мне даже бывает неудобно как-то показать стену, потому что они у меня вот почернели даже как-то, и немножко штукатурка отлезла. Но сегодня он мне обещал сделать, пока просто отдыхает. Так, ну все, вот, друзья. Долго его месить не надо, просто чтобы все хорошенечко смешалось. Масло я уже поставила, сейчас сковородку разогрею, увеличу газ. У меня штатив. Все. Хоть и перекрыли краник, вот до конца не закрывают, вода течет. Хозяйственные магазины открываются только с 9. Так, вот видите, вот такие вот я налепила, можно сказать, шарики, котлетки, как хотите называйте, подготовила. Нет салфеток у меня, нет бумажных, этих полотенец бумажных. Надо сходить в магазин, обязательно купить. Так что будем так. Значит, сколько у меня тут получилось? 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И один я уже пожарила и съела 19 штук. Короче, получается из нашего количества 19 штук вот таких вот. Ну, кто делает побольше, может быть. Но побольше не надо, потому что кукурузная мука все-таки нужно, чтобы он пропеклась. Так, масло раскалилось. Теперь вот так вот будем придавать формочку и будем жарить. Масло надо хорошенечко сначала раскалить, а уже жарить пирожочки надо на среднем огне, чтобы кукурузная мука успела прожариться. Друзья, это очень вкусно, я вам уже говорю, что я ее поела одну. Пирожок очень вкусный. Я даже не знаю, почему я забыла про эти пирожки. Спасибо Фатиме, что она напомнила. Теперь буду делать почаще. Кукурузная мука же очень полезна, она очень питательна. Конечно, наверное, в жареном виде, можете сказать, не очень полезно,
Но тем не менее. Я делаю небольшие котлетки такие. Пирожочки, котлетки. Постаралась, чтобы они были одинаковые. И с этими пирожочками очень хорошо сочетается подлива такая из сметаны и творога. Туабеш называется. Вообще, по большому счету, эти пирожки чеченская кухня. Пирожки эти готовят в основном чеченцы. Ну, и теперь уже готовим и мы, и, в принципе, готовят уже, по-моему, весь мир, потому что все девочки показывали, как и что их делать. Вот что значит сила интернета, друзья. Так, ну не буду вас долго задерживать, а уже покажу вам в готовом виде. В принципе, и правильно, наверное. Так, друзья, мы уже проснулись, но я все-таки докончу. Смотрите, вот такие вот пирожочки получились у меня. Я надеюсь, видно. Видите? Некоторые я хорошенечко поджарила. Так, мои ждут уже, если честно. Уже один стащили пирожок. Я хочу вам показать, с какой к нему делается соус. Значит, сметана. Вот так вот. И творожок. Перемешивается. И кому нужно солиться, я не солю, я не люблю. Мне хватает той соли, которая в пирожке. Вот так вот. И, друзья, к этим пирожкам обычно на Кавказе с этими пирожками пьют калмыцкий чай. Я калмыцкий чай не люблю. Я люблю чай с молоком. И вот так вот. Вот такой вот наш завтрак на сегодня. И смотрите, пирожочки хочу в разрезе показать. Они пропеклись. Вот. Надеюсь, вам видно. Творожочек немножечко даже подтягивается, как сыр. Они очень вкусные, действительно. Только что один он стащил, обмакнул сметанку и вышел пока, чтобы я не сняла. Короче, готовьте, друзья, это очень вкусно. И еще раз скажу, переходите на канал к Фатиме, на канал, который называется «Есть что есть». Сегодня в этом ролике я больше ничего не буду снимать. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. Я вас очень-очень люблю. Ну вот как-то так. И приятного аппетита, кто завтракает. Готовьте для своей семьи с любовью.